Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ходулова Наталья, я временно исполняю обязанности пресс-секретаря пресс-службы Якутской городской думы. До апреля месяца я буду с вами сотрудничать. На сегодняшний день пришло 13 журналистов из приглашенных. Я очень благодарна, мы все благодарим вас за то, что вы откликнулись и пришли на наше приглашение. И тема сегодняшней пресс-конференции – это итоги 5-й очередной сессии Якутской городской думы и о планах на 2019 год. Я бы хотела представить наших спикеров. Это руководство Якутской городской думы, Семенов Альберт Никандрович, председатель Якутской городской думы, Евдокия Ивановна Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской думы, и Анатолий Андреевич Каджавязов, заместитель председателя Якутской городской думы. В связи с тем, что с 3 часов здесь тоже начнется мероприятие уже с участием главы города Якутска, у нас сжатое время, поэтому постараемся выступить, дать председателю городской думы, а потом вы уже сможете задать свои вопросы. В таком вот варианте у нас будет проходить пресс-конференция. И вступительное слово предоставляем председателю Якутской городской думы Семенову Альберту Никандровичу. Спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, я всех вас очень рад видеть в этом зале. Как вы знаете, с осени прошлого года начала работу Якутская городская дума. И 9 сентября был избран 4-й созыв нашего депутатского корпуса в количестве 29 депутатов. 15 депутатов были избраны по одномандатным округам, 14 депутатов были избраны по партийным спискам. Сегодня в нашем депутатском корпусе представлены представители 5 политических партий, 17 депутатов от партии «Единая Россия», 4 депутата от «Справедливая Россия», 3 депутата от КПРФ, 2 депутата от Гражданской платформы и 1 депутат от ЛДПР. Представительство разных партий обеспечивает разнообразие мнений, предложения, мы находим вместе сообщающий язык, потому как проблемы города близки всем депутатам, вне зависимости от какой партии они состоят. По гендерному составу в нашем корпусе 11 женщин, 18 мужчин. Вновь избранные депутаты 4-го созыва представляют разные отрасли. По роду деятельности это предприниматели, представители учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, представители СМИ, органов государственной и муниципальной власти. Также прослеживается преемственность. В числе депутатов нового созыва Якутской городской думы есть 11 повторно избранных депутатов. Мы уже провели 5 сессий Якутской городской думы. 2 из них организационные, на которых был избран руководящий состав, председатель и 2 его заместителя. Избран состав коллегиального органа, президиум Якутской городской думы и состава 9 постоянных комиссий. В эти дни председатель постоянной комиссии отчитывается перед президиумом Якутской городской думы за 4-й квартал 2018 года и представляет свой план на 2019 год. Согласно уставу, депутаты Якутской городской думы также должны отчитываться перед своими избирателями в выборных округах в срок до 15 марта. И после этого во второй половине марта мы проведем итоговый отчет и вновь пригласим вас. Как я отметил выше, уже проведено 5 сессий Якутской городской думы. Хотелось бы вкратце остановиться на итогах последней 5-й сессии. Так, на повестке этой сессии было 8 вопросов, в том числе наиболее значимые вопросы, такие как утверждение отчета главы городского округа города Якутск и окружной администрации города Якутска за 2018 год, о внесении изменений в решение Якутской городской думы 25 ноября 2015 года о стратегии социально-экономического развития городского округа города Якутск на период до 2032 года, о внесении изменений в решение Якутской городской думы 25 декабря 2018 года о бюджете городского округа города Якутск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Данные вопросы были рассмотрены депутатами Якутской городской думы на заседаниях постоянных комиссий с участием представителей окружной администрации,
Многие вопросы и замечания были проработаны и сняты до рассмотрения на заседании сессии, поэтому и отчет главы города, и изменения по стратегии развития города и бюджету были приняты депутатами, без особых вопросов, скажем, на сессии, я имею в виду. Что касается планов на этот год, то основное внимание мы уделим нормотворческой деятельности. В конце прошлого года Якутской городской думой был утвержден собственный план на 2019 год, состоящий из 67 вопросов, пунктов. В плане имеются вопросы по внесению изменений в правила землепользования и застройки Якутского городского округа города Якутск. Эти изменения, прежде всего, направлены на совершенствование территориального зонирования по отдельным заявлениям собственников земельных участков, по внесению изменений генерального плана городского округа города Якутск. Действующий генплан будет актуализирован с учетом реалий сегодняшних дней. Также в планах у нас есть вопросы, связанные по совершенствованию порядка оформления бесхозяйного недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа города Якутск. Это позволит упорядочить муниципальное недвижимое имущество города Якутска для его более эффективного использования и управления. Также будут вопросы рассмотрены по внесению изменений в бюджет городского округа города Якутска. Безусловно, при формировании плана работы Якутской городской думы особое внимание депутатов будет уделено вопросу реализации в городе Якутске 12 национальных проектов майского указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И послание главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева Государственному собранию Тумен Республики Саха-Якутия. И это и повышение заработной платы работников бюджетной сферы, мероприятия по ликвидации второй смены в школах, строительство, ремонт дорог, и другие значимые направления. В части организационных мероприятий 2019 год в Российской Федерации объявлен годом театра. В Республике Саха-Якутия, как вы знаете, годом консолидации и годом добрососедства в городском и городе Якутск. Распоряжением окружной администрации утвержден состав Организационного комитета по проведению года добрососедства, где я являюсь сопредседателем. Там также утверждена концепция. Депутаты Якутской городской думы войдут в состав 7 рабочих групп по реализации плана мероприятий, посвященного году добрососедства в городском округе города Якутск. Особое внимание будет уделено десятилетию детства, Международного года языков коренных народов, объявленного ЮНЕСКО. 27-28 июня 2019 года планируется проведение у нас в городе Якутске общего собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в городе Якутске, на котором будут принимать участие члены Союза со всех федеральных округов. Там я могу вкратце сказать, что там был объявлен конкурс такой, принимал участие очень много городов. В финал вышли город Грозный, город Якутск, и в последний момент нашему городу досталась такая честь принять столь значимое мероприятие. В этом мероприятии будут представители Счетной палаты Российской Федерации принимать участие, Государственной Думы, Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что решение о создании контрольно-счетной палаты было принято первым созывом депутатов местного самоуправления 2 марта 2004 года. В настоящее время контрольно-счетная палата города Якутска является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа города Якутск, обладает организационной и функциональной независимостью. Мы планируем вести свою работу открыто, сделать традиционным встречи с представителями СМИ по итогам проведенной сессии и приглашаем всех вас к сотрудничеству. Именно с этой целью мы проводим сегодня данную пресс-конференцию. Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы по теме выступления, я и мои заместители готовы на них ответить. Вам известно, по каким критериям отбирался город, который будет проводить союз строителей? Почему Якутск все-таки обошел городе? Вообще выиграл? Там была образована организационная комиссия,
Я, честно признаюсь, не вдавался в эти подробности, но, как мне доложил Руслан Петрович, это председатель нашей контрольно-счетной палаты, выбор пал на город Якутск. Ну, видимо, посчитали, что опыт нашей контрольно-счетной палаты заслуживает особого внимания. Почему? Потому что я вот бытность депутатом еще в начале 2000-х, мы вот образовали как раз вот этот орган. Он тогда был при городской думе, тогда городское собрание назывался наш представительный орган. И с тех пор, ну, я думаю, что очень большой опыт они заимели. Царство Небесное, вот Иосиф Алексеевич Николаев занимался всеми этими вопросами, он поднял такой высокий уровень достаточно, и я знаю, что он снискал очень большое уважение не только у нас в республике, но и во всей России. Ну и, наверное, это все в совокупности, вот, видимо, повлияло как-то вот на выбор города Якутска. Может, эссе? Можно еще добавить? Ну, эссе, да. И по слухам, может быть, не для печати, я скажу, что Вы начали где говорить, не для печати. Кудрин как бы вроде обещался приехать еще в город Якутск. Я думаю, что наши региональные особенности, они тоже повлияли, потому что возможность посмотреть такой отдаленный регион, интересный регион, я думаю, что ИСЭХ Альберт Николаевич тоже сыграл свою роль, потому что праздник уже, вот наш праздник ИСЭХ Туймады, он действительно уже настолько широко известен, и многие знают это только по слухам. И стать участником, стать очевидцем этих событий, я думаю, что это тоже очень интересно. Все мы люди, и нам действительно интересны, ну, те, наверное, регионы, куда просто так вот к нам, ну, вряд ли, скажем, массово вот так, допустим, поедут те же представители контрольно-счетных органов, а совместить приятное с полезным, посмотреть, узнать что-то новое, не только по работе, но и расширить свой кругозор, я думаю, что это очень правильный выбор. По принятию бюджета можно ли? Все-таки какие будут преобладать приоритеты при корректировке бюджета, когда будут перераспределяться сэкономленные средства? Вот мы с удивлением узнали, что, оказывается, мэрия не смотрела на последний квартал уборку улиц, благоустройство тротуаров, сняли видеонаблюдение на программу и так далее. Потому что я понимаю, интерес, даже, наверное, у Анатолия Андреевича свои интересы вообще там заложены или нет, смена труб. Вроде бы водоочистное сооружение построили, сказали, что будет чисто, но не каждый горожанин из-за того, что трубы у нас старые, чувствует разницу и вообще рискнет выпить из-под крана. Ситуация такова, что в прошлом году было принято решение о том, что из федерального центра на город Якутск будет выделено 496 миллионов рублей на строительство дорог. И в связи с этим наши республиканские власти провели большую работу с федеральным центром в этом плане. Алексей Засимович Колодезников неоднократно выезжал в Москву, решал эти все вопросы, проводил массу совещаний, где итоговым совещанием у главы республики Асения Сергеевича было принято решение о том, что республиканские власти выделяют 500 миллионов на дороги города Якутска. Соответственно, город Якутск тоже на паритетных началах 50 на 50 должен выделить 500 миллионов рублей. И вот в совокупности на эти цели, на ремонт и строительство дорог в городе Якутске в этом году планируется финансирование порядка 1,5 миллиарда рублей. Вот. И в связи с этим у нас по ряду направлений возникли, дыры, в плане того, что пришлось секвестировать некоторые направления для того, чтобы сформировать 500 миллионов рублей, для того, чтобы нам республика на вот этих на паритетных, принципах 50 на 50 выделила эти средства. Средства, в первую очередь, были, конечно же, секвестированы с отрасли ЖКХ.
Вот. Но мы с этим согласились. Почему? Потому что в первую очередь, ну, по крайней мере, вот нас окружная администрация заверила, что город не утонет, город все обязательства выполнит в плане сферы ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства. И, соответственно, те, скажем, средства, которые были сняты, они нынче восполнятся путем экономии от торгов. Это одно. И второе, как вы знаете, мы приняли решение на этой сессии, на пятой. Ну, решение было в прошлом году еще, но мы утвердили своим решением вопрос о том, что будем увеличивать дефицит бюджета города Якутска с 5 до 8%, с тем, чтобы эти средства опять же направить на те цели, которые, ну, на те направления, которые у нас недофинансированы. Вот. И мы, ну, таким способом будем выходить из данного положения. А мы сможем выйти на 500 миллионов? Потому что, если мне память не изменяет, экономия по торгам в прошлом году 1 200 000 была, по-моему. Но я сказал, что мы еще увеличиваем помимо этого дефицит бюджета. 3%. Да, поэтому по нашим планам, по нашим прогнозам мы должны выдержать все это. Это по-вашему, мэрия же вообще была против повышения дефицита? Да, конечно. Ну, я добавлю, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, первоначально в первом чтении мы предложили сразу увеличить дефицит. Для чего? Для того, чтобы источник был определен и торговка прошла уже в первые месяцы, в первые дни года. Но, к сожалению, с этим администрация не согласилась, и они настояли на том, что чтобы 5% дефицит оставить. И что в итоге произошло? В итоге произошло, что 5 февраля все-таки вернулись к тому, что дефицит увеличили до 8%, и, соответственно, торговка в 2 этапа пройдет. Значит, ну, я финт не понял, почему бы нельзя было сразу изначально принять дефицит 8% или 9%, и весь дефицит, всю экономию направить на то, чтобы уменьшить дефицит к концу года до 5%. Арифметика проста, но логикой непонятна. Но, тем не менее, мы все согласились. Как вы знаете, в первом чтении мы с большим скрипом приняли бюджет. Ну, во втором чтении там уже детали были, поэтому во втором чтении бюджет был принят. А на пятой сессии у нас те договоренности, которые были приняты в концу года, они вошли в бюджет, поэтому в общем, так вот идет. Скажите, пожалуйста, в декабре администрация окружная была против повышения вот этого дефицита до 8%, а в феврале какая была позиция окружной администрации к этому вопросу? Но они согласились с тем, что с нашими доводами о том, что нам необходимо в первую очередь закрывать направление по ЖКХ. Там было довольно такое большое сокращение, и поэтому они приняли наши доводы и в конце концов согласились на увеличение дефицита бюджета до 8%. А что у них в сознании произошло за 1,5 месяца? Мне просто интересно. Ну, в конце декабря мы против, в начале февраля мы за. Это, скорее всего, наверное, у них надо спросить, да? Вот. Ну, мы же работаем сообща в таком в плотном режиме. Наверное, и работа наших постоянных комиссий повлияла на наши доводы. Скорее всего, так. Я думаю, что здесь надо сказать, что ко второму чтению уже администрация была практически согласна на увеличение дефицита, но поскольку все документы уже были оформлены на 5%, поэтому принято было решение вот именно рассмотреть на 5-й сессии. То есть, ну, вот, Альберт, мне кажется, совершенно прав, процесс вот этого согласования, он был такой довольно долгий, на всех постоянных комиссиях, рабочая группа работала, и те вопросы, которые не вошли, в многие позиции не вошли в бюджет, они все время, скажем, обозначались, а вода камень точит, поэтому
Ну, вот в итоге все-таки увеличили до 8. Вот эти 3% это 243 миллиона, то есть частично их уже добавили по определенным позициям на те же вот моменты ЖКХ и закрыли некоторые позиции. Ну и вот по тем вопросам, которые были очень остро поставлены после рассмотрения бюджета в первом чтении. Вообще на последней сессии я заметил одну вещь на отчет мэра. Многие вопросы без вас решают. И вы этот вопрос задавали сами. Почему депутатов Якутской городской думы не привлекают к данному вопросу? Я не буду там про санкции говорить. И сразу второй вопрос. Как будет работать в серии Нового года Якутская городская дума с избирателями? Дело в том, что уже сейчас много проблем появилось. Да? И это будет носить заявительный характер, как один из депутатов мне заявил по погорельцам Семена Данилова, что к нему никто не обращался и письменно никто ничего не делал. Мне просто интересно, как это будет, потому что все равно избиратели по своим проблемам к вам придут. И как им лучше это все делать? Спасибо за вопрос. Но хочу сказать следующее, что без городской думы сами вопросы, которые отнесены к нашей компетенции, окружная администрация не вправе решать. Не вправе решать и потому, что это запрещается федеральным и республиканским законодательством и уставом города. Все вопросы, отнесенные к ведению депутатского корпуса, они принимаются чисто только депутатами, но никак не окружной администрацией. Вы, наверное, имеете в виду, что там поднимался вопрос о том, что какие-то мероприятия не были приглашены депутаты. Речь шла об этом. Тариф на очистку сам точек с вами же не согласовывали. Ну, там, понимаете, я имел в виду вопросы относительно бюджета, вот мы рассматривали, да? Те тарифы, в принципе, это департамент экономики, он как бы сам там, это их прерогатива. Мы не утверждаем тарифы. У нас нет, извините, вы депутаты, вначале его не было, 29 декабря он появился, 5 января его утвердили, извините. Но это факт. Факт. Я хотел спросить, почему депутаты в этом вопросе не приняли какого-либо решения? В принципе, заранее зная об этом. У нас действует больше 40 межведомственных комиссий. Вот. Мы предупреждали наших коллег с окружной администрации с тем, чтобы те депутаты, которые были включены в эти комиссии, они принимали непосредственное участие и их заранее туда приглашали. Вот. Ну, этот вопрос мы уточним, и я думаю, что мы будем готовы вам дать ответ на это к концу этой недели. Вот. А что касается вопроса взаимодействия депутатов с нашими избирателями, то по Семену Данилова у нас депутатом является Андреева Марьяна Матвеевна. Она довольно активный депутат, поднимает все острые проблемы, знает. И я думаю, что она хорошо ведет работу и, скажем так, на короткой ноге находится с ним. Да я немножко не так задал вопрос. Я спросил, на заявление будем брать у избирателей или же помогать уже на точке, когда нужна помощь. Просто мне сказали, бумаги не было, реагировать не будем. Такой был ответ, извините, конечно. Я поэтому спрашиваю, избиратели все-таки это ваши люди. И в связи с тем, что предстоит впереди, помогать избирателям все равно придется. И хотелось бы узнать, будут заявительные все-таки, чтобы они документы предоставляли сразу. Или же могут напрямую обратиться в приемную того или иного депутата по своей проблеме. Ну, как правило, обращаются напрямую. И вот у нас существует тут такая группа, где мы тоже депутаты между собой общаемся. И вот там как раз Марьяна Матвеевна вот эти болевые вопросы поднимала. Она в курсе всех этих вопросов. Да, я просто... А можно разрешить, пожалуйста, то вы все время заняли? Елена Тихонова, интернет-газета в Якутии. Во-первых, всех, наверное, от нашего издания с Днем родного языка. И хотелось бы спросить, вот недавно новости же были по поводу депутатского нового объединения столицы или как-то так называется. У вас совместная работа идет. Да, совместная работа идет же с Силтуменом, да? Можно об этом вкратце, какие планы, может быть, в этом направлении на 2019 год?
городскими? Ну, в прошлом году, 8 ноября, мы провели первое организационное мероприятие. Мы создали междепутатскую ассоциацию «Столица». Туда вошли депутаты, избранные от города Якутска, в законодательном собрании их количество 14. Также туда вошли депутаты Якутской городской думы, это председатель постоянной комиссии, члены президиума. Вот. И там мы не смотрели на какую-то партийную принадлежность. Были приглашены, и туда вошли депутаты всех партий, всех фракций, которые есть и у нас, и в Тюмени. Ну и мы видим, что вообще цель данной ассоциации — это, конечно же, содействие, развитию, решению вопросов по социально-экономическому развитию нашего города. Вот. И думаю, что вот это вот взаимодействие, оно даст определенный толчок в решении этих всех вопросов. Вот. Ну и, конечно же, мы будем принимать активное участие в продвижении общественно значимых инициатив, проектов по развитию города Якутска. Ну и вообще будем ставить те вопросы, которые в первую очередь интересуют наших горожан в плане комфортной среды, в плане пусть это будет строительство социальных объектов, увеличение финансирования городского бюджета. Вот в таком плане. Спасибо. А может быть, примеры инициатив есть или вопросов, которые вы будете продвигать в рамках движения? Мы ставили вопросы по увеличению отчислений в городе Якутск. Сейчас у нас остро стоит вопрос по крайней мере, мы рассматриваем вопросы по внесению изменений в закон о столице города, о столице Республики Саха-Якутия, города Якутска. Есть у нас ряд социальных инициатив, тоже, которые обсуждаются. Вот. В основном это, конечно же, вопросы, связанные с бюджетом города Якутска. Ограничение продления алкоголя тоже ваше видение? Это прерогатива законодательства собрания Тюмень. Мы можем выйти с правовой инициативой туда. Мы знаем, что этот вопрос стоит остро. К нам тоже поступает обращение. Знаем, что в последнее время у нас расплодилось очень много вот этих так называемых лже-кафе, рюмочных так называемых, да, где вот это все у нас алкоголь, скажем так, льется рекой, да. Вот. И, конечно же, мы должны будем бороться с нелегальной вот этой продукцией, с нелегальной продажей алкогольной продукции. Вот. Почему? Потому что статистика же вещь такая упрямая, да, вроде как бы по статистике все нормально, да, но на самом деле есть такие, очень такие негативные тенденции. Вот. Поэтому мы должны будем учесть мнение всех ведомств, включая правоохранительных, и, наверное, тоже какую-то реакцию, какую-то, может быть, позицию мы свою должны будем выработать в этом плане. Ну а как гражданин и потребитель, вы на откуп референдуму или все-таки думаете, что это сам? Как гражданин, я думаю, что, вообще, да, у нас считается, что этот вопрос такой, очень такой, в жестких рамках мы его ввели, да, в городе Якутске. На самом деле, вот вы прекрасно, наверное, тоже знаете, есть города и субъекты федерации, где еще есть, и похлеще обстоят дела, да, это вот тот же Грозный, да, где там продажа разрешена с 8 утра до 10 утра, да, у нас, слава богу, еще с 2 до 8 вечера, да, вот. Я не знаю, что они там пьют, но
чаще пьют грузины, кстати говоря. И если я посмотрел, вот ездил недавно, они пьют свою просто. Давайте не Вот. И ну, мое мнение, что в целях, в принципе, борьбы с нелегальной продажей алкогольных напитков, да, мы могли бы все-таки подумать над увеличением времени реализации. Вот. Опять же, учитывая все эти вот факторы, которые сейчас вот и статьи, стат-данные, вот, которые проводятся. Ну, я думаю, что мы вот как раз в планах у нас в постоянных комиссиях стоит этот вопрос, и мы в скором времени выработаем единую позицию по этому вопросу. Можно еще один вопрос, пожалуйста, к Екатерине Ивановне, да? Вот зная то, что вы у нас стоите у истоков принятия решений большинства вопросов по образованию, да, в целом социальной сфере, хотелось бы узнать ваше мнение, вот почему могла вот такая ситуация сложиться. Ну, нельзя сегодня такой день спросить, наверное, про школу АИКГТА. Ваше мнение хотелось бы узнать, и, может быть, какие-то новости есть в этом направлении. Ну, вопрос по АИКГТА сейчас как бы волнует очень многих. И, конечно, идеальным решением этого вопроса это было бы одновременное введение в строй 2 школ в 203 микрорайоне. Но так получилось, что 2-ю школу мы не успели начать строить. В прошлом году я считаю, что нам очень в этом плане помешало Министерство архитектуры и строительства, потому что у нас в администрации были заложены определенные средства на привязку проекта 18-й школы на 360 мест, но поскольку земля была республиканской собственности, нам необходимо, чтобы нам Министерство архитектуры и строительства дали разрешение на строительство на государственной, скажем, на земле, которая является государственной собственностью. Это не произошло, поскольку средства были заложены и в Министерстве строительства, и они все время планировали начать строительство самостоятельно. В итоге, пока планировали, получилось так, что эти деньги были сняты, и получается, что прошлый год был просто из-за этого упущен. То есть по вине Минстроя получается, да? Ну, я считаю, по вине Минстроя. В прошлый год мы упустили, поэтому мы потеряли вот этот 1 год. В этом году строительство начнется, но понятно, что мы опять догоняем. Что касается того решения, которое сегодня принято по АИКГТА, вот мы с депутатами тоже обсуждали это решение, конечно же, да, и мы считаем, что на сегодняшний день это принципиально правильное решение. То есть и жители микрорайона, первоклассники пойдут по микрорайону своему в шаговой доступности, и мы обеспечим исполнение закона об образовании федерального, и в то же время школа АИКГТА, те классы, которые обучаются согласно той концепции, которая разработана, они продолжат это. То есть они друг другу, я считаю, не помешают. Конечно, школе АИКГТА придется немножко потерпеть, вот скажем, вот это вот период времени до введения 2-й школы. При этом сейчас идет серьезная работа, ведет окружная администрация по открытию дополнительных классов в здании библиотеки, которая также строится и вот в ближайшее время будет сдано на территории 203-го микрорайона. Поэтому на протяжении вот этого времени, я думаю, что мы выйдем вот из этой ситуации, а когда уже будет введена 2-я школа, уже все вопросы снимутся. Поскольку сейчас я знаю, что как бы есть определенные еще вопросы технические, допустим, какой класс куда, в какое помещение поедет и так далее. Наверное, какие-то более детальные решения, они еще будут приняты в течение этого времени, но принципиально уже решение вот это принято, и я думаю, что оно совершенно правильное. Спасибо. Извините, вы сказали, в 18-ю школу были заложены средства на привязку? На привязку проекта 18-й школы, да. Это был проект, который построен в поселке геологов, школа на 360 мест. Почему здесь 203? Нет, я имею в виду проект 18-й школы, такой же проект. 203 школы. Да, чтобы он типовой проект, который прошел экспертизу и наиболее, один из последних проектов. Можно, Екатерина Денис Адамов. Вот вы упомянули о вопросе по финансированию города за счет республики, да? Ну, так называемые столичные функции, насколько известно,
каждый год возникали эти проблемы в былые времена. В этом году как обстоят дела с увеличением функций или, может, наоборот, уменьшением, помимо вот этих средств, которые пойдут по линии дорог, именно из республиканского бюджета на столичные функции. И второй вопрос. Ваша позиция по единому мусорному оператору сегодня складывается очень такая неоднозначная картина. Во-первых, они тарифы увеличили, во-вторых, работают они, то есть сам принцип механизма того, что они за счет горожан обустраивают полигон, то есть они сами под средства фактически не вкладывают. Есть такая информация. Ну, по столичным функциям я хочу сказать, что мы сейчас собираемся, скажем так, выяснить до конца мнение каждого члена нашей ассоциации насчет увеличения, скажем, пропорций, этой в сторону столицы. И на ближайшем заседании нашей ассоциации мы этот вопрос должны будем обсудить. Сейчас я пока не готов вам точно сказать, но этот вопрос у нас на повестке дня стоит. И этот вопрос мы будем обсуждать. А это правда, что на сегодняшний день есть проблемы по увеличению этой суммы. Вот последняя ваша инициатива, она была со стороны республиканской власти. Так, не очень так доброжелательно встречен. Да, мы эти вопросы поднимали, и скажу честно, что наши инициативы, скажем так, не были одобрены. О какой сумме шла речь? Там зашла речь о процентах. Увеличение процентов на 5% в сторону бюджета города Якутска. Но, к сожалению, пока мы не смогли этот вопрос перебороть, скажем так. Анатолию Андреевичу нужно задать. Второй вопрос, как раз я думаю, что Анатолий Андреевич как раз ответит по системе ЖКХ, по мусору. По единому оператору речь идет уже давно, а на моей памяти это уже почти где-то 4-5 год. Я считаю решение совершенно правильное в масштабах Российской Федерации. Как исполняется в тех или иных регионах, мы видим. Я считаю, что единый оператор по городу Якутску в принципе в целом справляется. Такого скопления мусора мы не наблюдаем, нежели чем в других регионах. Поэтому я считаю, что более-менее в городе справляется. Другой вопрос. Вы говорите по тарифам. Я не считаю, что только за счет горожан будет устраиваться полигон. Тут надо все цифры, владеть всеми цифрами, прежде чем заявить что за счет горожан все это будет делаться. Почему? Потому что вливания с бюджета достаточно большие, мы ожидаем, и проект этот, мы надеемся, что будет исполнен. Другой вопрос по контролю. Я считаю, что Якутская городская дума активно будет контролировать этот процесс. Мы уже встречались, уже обсуждали вопрос с единым оператором в Гордуме и договорились, что будем продолжать контролировать этот процесс. И, конечно же, извещать наших избирателей, наших инициатив. По такому вопросу сразу к вам, Андрей Андреевич. 51 дом отключен от газового снабжения. Эту тему вы просто знаете, на том созыве мы ряд мер предпринимали. Сейчас будет эта тема контролироваться, как думаете? Значит, во-первых, отключат в целях безопасности самих же горожан. Мы знаем, что во многих городах происходит до сих пор взрывы из-за устаревания газовых внутренних сетей. Выход каков? Я считаю, что мы в прошлом созыве договорились с газовиками, что перед тем, как отключить, в прошлом созыве они пришли просто отключить, не предупредив ни население, ни городскую власть. То есть мы договорились о том, что они заранее предупредят, что они сделали, и как к этому готовились управляющие компании, как готовились к этому
городские власти, ну, будем посмотреть. Вы говорите про безопасность. Ну да, он теперь не взорвется, он теперь сгорит, потому что проводки старые, проводки не рассчитаны на электроплиты. Ну, да, значит, мы в прошлом году тоже, в прошлом созване этот вопрос тоже обсуждали. Был, значит, газовики предлагали нам, ну, имеется в виду горожанам городу, значит, заменить, ну, вообще категорически отказаться от газоснабжения, потому что они признали, что прибыль от газоснабжения населения у них мизерная, они основную прибыль получают от газоснабжения предприятий. Поэтому они с легкостью хотели бы отказаться и предложили, значит, заменить электрические сети в домах, но это, значит, намного дороже, чем отремонтировать или диагностировать, значит, газовые сети. Значит, но они предложили в прошлом созване, также в прошлые года, 2 года назад, свои услуги, скажем так, недвижимость, но между тем управляющие компании нашли выход там из других регионов в 2, 3, 4 раза дешевле. Поэтому я надеюсь, что управляющие компании уже должны быть уже готовы объявить конкурс, найти тех, которые будут проводить диагностирование, ну и, значит, обеспечить газоснабжение этих домов. А энергетика-то будет задействована. Я-то вот знаю, сколько раз, 2, 3, 4, 5 домов без газа в год сидят и ничего. Но энергетики просто 5 домов выдержат, но 51, у них просто мощностей не хватит. Ну, имеется в виду проводку. Я не думаю, что мощностей у энергетиков не хватит. Почему? Потому что, значит, у нас уже единая сеть. Значит, ГРЭС-2 уже запущена. Значит, ну, есть, ну, сейчас, насколько я знаю, значит, идет переток электроэнергии в сторону, значит, Дальнего Востока. Поэтому у нас есть переизбыток мощностей. Лев Николаевич, вот обновление состава дома налицо. Время на раскачку прошло, все-таки мы все равно так замечаем, новенькие депутаты, они все-таки стараются отсиживаться. Мы даже иногда шутим, ну ты бы хоть спросил бы, сколько времени. Я думаю, что время на раскачку прошло еще, наверное, может быть, в ноябре, в декабре месяце, когда, ну, на мой взгляд, все депутаты активно принимали участие при рассмотрении бюджета. У нас очень живо проходили постоянные комиссии. Также мы провели депутатские слушания, депутатские часы. Завтра у нас буквально состоится круглый стол на тему правоохранительной системы. Я думаю, что, ну, есть, конечно, скромные депутаты, я отрицать не буду этого, но я думаю, что они уже в колею входят, в работу входят. Мы их немножко вот уже, я думаю, что обучили. Я тоже вот помню себя молодым депутатом, где я, наверное, где-то, ну, мне, наверное, месяца, наверное, может быть, 2-3 хватило, чтобы я освоился. И нормально, вот, молодые депутаты у нас активно работают. Вот. Ну а то, что они не задают вопросы, то, как я уже говорил, у нас же на подступах к сессии решаются все вопросы на постоянных комиссиях, на депутатских слушаниях, на депутатских часах, на круглых столах. Поэтому, вот, допустим, тоже вот программу социально-экономического развития до 2032 года мы без особых вопросов приняли. Причем потому, что мы обсуждали и на публичных слушаниях, на депутатских слушаниях. Все эти вопросы были сняты до сессии, поэтому так гладко прошли вот эти вот вопросы. А можно продолжить вопрос, уточнения? Да, вот к нам в интернет-газету в Якутию неоднократно как бы поступали такие информации, что как-то и в прошлом, и в новом созыве депутат Бежанян, вот о котором мы, наверное, уже лет 10 пишем, наверное, не на одну публикацию, да, как-то, товарищ, говорят, очень недобросовестно, сессии пропускает там и прочие комиссии. Как он работает? Ситуация складывается, наверное, следующим образом. Да? Ну, вот, Артак Самвелович в данное время постоянно проживает в городе Москва.
Я думаю, что это в первую очередь связано с этим. Почему? Потому что, постоянно летать, видимо, ему сложновато. Вот. Но мы буквально вчера на отчетах постоянной комиссии этот вопрос тоже поднимали. Там мы услышали озабоченность председателя постоянной комиссии, где состоит депутат Бежанян, и там как раз поднимался вопрос о кворуме. Но я думаю, что как он будет в городе, мы проведем с ним беседу на предмет того, чтобы он старался, по крайней мере, не пропускать заседание постоянной комиссии. Вот. Но я думаю, что мы можем повлиять только вот беседой. А так, конечно, его избрали его избиратели с его избирательного округа. Поэтому тут, конечно же, вопрос больше всего к ним, наверное. Ну а так, Ардак Самвелович, он по заседанию наших сессий, на заседаниях сессий присутствует, принимает участие. Вот единственный вопрос возникает по комиссии. А он в серьезных комиссиях, да? Бюджетные, небось, по земле, еще Нет. Его там нет. Уважаемые коллеги, к сожалению, мне сейчас написали уже сообщение, что нужно будет освобождать зал. По комиссиям, если у вас есть вопросы, и по депутатам непосредственно, во всех брошюрах есть информация, это вам подарок для будущей нашей совместной работы. Коротенький вопрос. Анатолий Андреевич сказал о том, что, я думаю, управляющие компании должны показывать теме, заниматься. Но если они не займутся, может быть, депутатам подключиться, мэрия, у нас там новые люди все, могут пустить этот вопрос. Может быть, вам как-то их там уже... Ну, этот вопрос, как я уже заметил, еще с прошлого созыва у нас на контроле. Поэтому, конечно, мы в стороне не встанем. Хорошо. Спасибо. Всем большое спасибо. Спасибо, что пришли. Если будут вопросы какие-то, вы можете мне звонить. Номер телефона можете записать 742 88.